В эфире программа «Между тем» и я, журналист Дмитрий Аргунов. Здравствуйте. В условиях санкций, коим, по идее, за почти что десятилетие мы могли в какой-то мере привыкнуть, самым значимым для нас стали изменения в банковской и финансовой сфере. Да, санкционные банки отключили от SWIFT. Да, невозможно использовать Apple и Google Pay. Да, некоторые и, возможно, ключевые системы платежей наложили ограничения на всех, без исключения россиян. Но SWIFT – это, по сути, текстовая платежка, используемая в мировой банковской системе. В России уже своя внутренняя система расчетов, аналог SWIFT, и, как говорят эксперты, функционирующая уже довольно давно. Так что внутри страны это проблем не вызовет. Еще одно «но». Все карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России, как и прежде. За границей, да, временно нет. До каких пор – это уже вопрос другого уровня. Можно спокойно снимать наличные в банкомате, расплачиваться картой в магазине, делать переводы с карты на карту. Но расплатиться за покупки в иностранных интернет-магазинах и использовать карты за рубежом не получится. Таков вот гуманный Запад. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, рекомендуют снять наличные для оплаты, скажем так, по старинке. А еще можно завести карту МИР. Ее принимают в 11 странах, в том числе в Турции, на Кипре, во Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Для поездок за рубеж можно использовать кобейджинговые карты МИР. Они будут работать в более чем 100 странах мира. Согласитесь, в бухгалтерии почти каждого работодателя настаивали в течение последних лет на выпуске, по крайней мере, зарплатных и социальных карт МИР. Прогноз подобных дел и без различных теорий заговоров был уже после 2014 года. И только слепой это не увидит. Тоже безопасность. И, к слову, многое достигнуто. Почти все социальные выплаты осуществляются только на карты МИР, недоступные для санкций. Для переводов за рубеж можно открыть карту UnionPay. Да, платно, но это же не российская система, согласитесь. Или использовать системы переводов Western Union и Золотую Корону. Также сделать перевод возможно по счетам тех банков, которые не отключили от SWIFT. Альтернативный способ – найти родственника или знакомого в нейтральной стране, не объявившей России санкции, и через них попытаться перевести деньги. Отправлять со своих счетов разрешено до $5000 в месяц. Ограничение введено для того, чтобы валюта оставалась в стране и ее отток не оказывал дополнительного давления на курс рубля. Сколько это может продлиться? А сколько мы прожили с вами лет в России после введения первой волны санкций? Это между тем.